От столицы Коми до мест, куда мы сегодня едем, разделяют сотни километров, бездорожье и отсутствие всякой связи. Сначала наш путь лежит по трассе Сыктывкар-Ухта, затем поворот на Троицко-Печорск. Следующий пункт – поселок с громким названием Комсомольск-на-Печоре. Его задумывали как поселок газовиков и нефтяников. Но оказалось, в недрах земли природных богатств не так много, а вот леса полно. Так и появился в 50-е годы еще один населенный пункт лесозаготовителей. Лодка с понтоном, приспособленная под переправу. И вот мы на другом берегу Печоры. Еще 80 километров по лесовозной дороге, и мы в деревне Усть-Унья. Население здесь небольшое, около полусотни, и заканчивается всякая цивилизация. Электричество дает дизельная электростанция, и то по несколько часов в сутки. Ну а о связи, тем более сотовой, мечтать не приходится. На всю деревню один таксофон. Но это еще не край земли. Мы едем дальше. Очки поляризационные, специально для рыбаков, устраняют блик на воде, позволяют видеть рыбу и дно реки. Рекомендую. Тронулись? Несмотря на теплую солнечную погоду, одеваем полную экипировку. На реке всегда холодно, да и путь предстоит не близкий. Лодка, на которой мы совершаем свое путешествие, необычная. Впрочем, необычна она для нас, приезжих. Местное население здесь использует только такие. По быстротечным рекам на металлических казанках и крымах не поездишь. Узкие длинные плоскодонки удобны тем, что они хорошо режут воду и вместе с тем не застревают на порогах, которыми изобилуют горные реки. И, кстати, устраняющий блик на воде очки нашего проводника Сан Саныча – это не прихоть, а такая же необходимость, как лодка-плоскодонка. Уж очень мелкая вода в некоторых местах. Да и надо сказать, река здесь единственный путь сообщения. Мы поднимаемся к реке Унья, нас встречают скалы, поэтому мы в ожидании чуда. Чудо не заставило себя ждать. Особенно нам, живущим большинство времени в городе, все увиденное кажется удивительным. И резвящиеся на берегу зайцы тем более. Правда, звук моторки и наши радостные крики их напугали. Но мы с ними еще встретились на обратном пути. А вообще за поездку мы насчитали 7 зайцев и несколько десятков дичи. Левый приток Печоры, Унья или Унья, жители местных деревень называют ее так и так, имеет длину 163 километра и начинается на западном склоне Северного Урала. Лесные полосы по обеим берегам реки и вдоль ее притоков входят в состав комплексного заказника Уньинский. Мы подплываем к деревне Светлый Родник. Это первая деревня на реке Унья после деревни Усть-Унья. Светлый Родник находится всего лишь в 25 километрах от устья реки, но водный путь с перекатами и быстрым течением занимает много времени. Но нам повезло, вода еще большая. Приехав сюда, скажем, на месяц позже, в некоторых местах лодку бы пришлось волочь. У нас деревня называется красивая. Светлый Родник. Вот здесь родник впадает. Зимой не замерзает, а летом нельзя водички попить, холодной. Название деревни дал родник, но недалеко. Вода там, как и в других реках, чистая и прозрачная, и пригодная для питья. Правда, и загрязнять ее некому. Купаются в холодной воде. Замерзнешь, друг, вылазь оттуда. А сюда рыба заходит? Харри заходит. Жизнь деревни Светлый Родник сильно отличается от больших городов. Да что там города, даже от других деревень. Летом еще бывают проездом туристы, а зимой тишина. Сейчас в деревне постоянно проживает только одна семья.
хозяйство, ну, свою корову держим, лошадь своя, картошку садим. Зимой охотимся. Рыбалка. Ну, рыбалку, как рыбу ловишь, ну, как для себя немножко. На продажу не ловишь, потому что сейчас запрещено это. Сразу вспоминается строка Есенина «Край ты мой заброшенный». Здесь попробовали фермерством заняться, но вы видите, какое расстояние, как это все сбывать и как это все завозить, и поэтому это Я думаю, что провалилось. ничего кроме туризма здесь вряд ли. Я тоже, мы так прикидывали уже со всех сторон. И летний туризм, и, кстати, тут, возможно, даже и зимний туризм. А туристам что бы вы могли предложить здесь? Тут чистую экологию. А еще? Рай для рыбаков. Ну и просто красота. Вот говорите, рай для рыбаков. А что за рыба здесь водится? Рыба хариус. Вы привозите хлеб? Нет. Сами печем. И это целиком делает муж. Валентина Ивановна и Иван Иванович называют себя дачниками. 6 соткам в окрестностях Ухты, где проживают супруги, они предпочли глухую тайгу. Это в молодости здесь, на родине супруга, удавалось отдыхать месяц-два. Сейчас пенсионеры могут позволить себе жить в светлом с весны до осени. Заодно приезжим туристам показать, да и рассказать о местных достопримечательностях. До начала Уральских гор еще несколько десятков километров. Но уже здесь начинается предгорье Урала, что подтверждается скальными выходами. Скальный выход, на котором мы находимся, примерно высота 35-40 метров, на высота дерева около 30 метров. Они находятся ниже нас. Вот к тем скалам тоже можно? К тем скалам можно только с тех полей уже, с той горы и сюда спуститься. А на эти скалы опять обход по этой стороне, туда можно пройти будет. Природа красивая, очень хорошо здесь. Душа отдыхает. А с девушками на свидание сюда? Сюда принято. Молодые годы все ходили сюда обязательно. Кстати, скалы эти безымянные. Местные жители их называют просто камни. Зато этим камням посвящены целые стихотворения. Дремлют скалы над деревней, как немые сторожа. К нам, придя издали древней, что-то тихо ворожат. Белоснежные макушки разглядишь издалека. На дома, как на игрушки, смотрят скалы свысока. Вот красота, тишина. Вот здесь вот черпать, мне кажется, художникам и писателям вдохновение вот именно в такой. Ведь я все время вспоминаю и думаю, не зря Пушкин любил осень и Болдина, и там, собственно, его лучшие творения появлялись. Вот эта деревня, она вот так стоит между скалой и рекой. Вот этот пятачок, вот кто-то же первый, спасибо ему, здесь поселился. Как и в Усть-Унье, здесь нет ни постоянного электричества, ни хорошей связи. Но и это еще не край земли. Выше по течению стоит еще одна маленькая деревушка – Бёрдыш, когда-то знаменитая чугунным заводом. Детали этого производства можно встретить, поднимаясь по реке. А это детали завода опять. No comments. Нет, нет. Монахам вообще надо посмиренней, поменьше в камере. А вы откуда такие все? Мы молодые. Откуда? Сыктывкара. Сыктывкара. Сейчас в Бёрдыше постоянно проживают только монахи-отшельники Русской Православной Зарубежной Церкви. В 1999 году обосновалась здесь монашеская община Андроникова пустынь. Именно монахи водрузили большой деревянный крест на скалы. Нашли кедов там вообще где-то километров там за 3-4 тащили зимой, его кусками собирали. Ну, впечатляет, да, и сила, чувствуете? А там, когда стоишь, там благодать, потому что крест, он все-таки это ключ к миропознанию, все. С этих скал с высоты птичьего полета открываются великолепные виды, как вверх по Унье, так и вниз. Скалы тоже безымянные. А вот в литературе нам удалось найти одно название – первокаменное.
Бёрдышские скалы не так далеко находятся от юго-восточных границ Республики Коми. Вот за тем лесом уже начинается Пермский край. Деревня Бёрдыш, как и остальные деревни по Мунье, до 50-х годов 20 века входила в состав Пермской области. Поселение включили в Коми АССР для улучшения товарного снабжения, так как сюда легче попасть водным путем по Печоре из Коми. Пермяки до сих пор считают, что это ихнее владение. Тракт, по которому чугун вывозили, и они его почистили, подделали, и вот теперь летом приезжают. И когда вода маленькая, через речку переезжают и тут по лугам катаются. Чугунный завод в Бёрдыше возник во второй половине XIX века. Организовал его нижегородец по фамилии Лукьянов, получив разрешение на разработку руды в Перми. Вот что сегодня осталось от некогда процветающего завода Лукьянова. Эти чугунные детали очень хорошо сохранились, они почти не покрыты ржавчиной. Видимо, чугун тогда был действительно очень хорошего качества. Размеры деталей впечатляют и сегодня. Даже сложно представить масштабы завода и как эти детали доставляли сюда. На заводе работало до 1000 человек. Жили они на противоположном берегу, который соединялся с деревней мостом. Домна к 1901 году выплавляла более 110 тысяч пудов чугуна, который доставлялся в Пермский край по тракту. Этот тракт сохранился в неплохом состоянии до наших дней. И сегодня пермяки наведываются в Бёрдыш по нему. Правда, визиты незваных гостей доставляют немало хлопот местным. Великий пост, представляешь, 3 дня положено монаху не пить, не есть. Все, приехали эти на шумахеры, как говорят в народе, на этих крутых ямахах. Ну все, понимаешь, уже думаешь, не о молитве. Из признаков цивилизации на глаза нам попались солнечные батареи. От них и от ветряка работает здешний таксофон. Хотя солнечные батареи здесь скорее признак отсутствия всякой цивилизации, так как электричества здесь нет и никогда не было. Лошадей нету, раньше лошадь была. Подождите, а как вы тогда бураны называете? Не снегоходами? У них снегоходы. Травоходы. Это не основное транспортное средство летом. Основное транспортное средство летом – это лодка. Вячеслав Афанасьев тоже дачник. В отличие от Лызловых и Светлого родника, от цивилизации его отделяют лишние 25 километров расстояние между деревнями. Но несмотря на труднодоступность, каждое лето он здесь. Да и какие трудности, удивляется дачник. Хорошая лодка с моторкой, приветливые туристы, уважающие местных жителей и природу. Им не так уж и много надо. Здесь очень боятся браконьеров, вылавливающих хариуса во время нереста. Для людей, живущих в гармонии с природой, очень важно сохранить эти места в первозданном виде. Ничего не понял. Бензин закончился? Вообще не понял. Да как бензин закончился? Бензина полбака. Вот это нормально. Может, на шланг стал, передавил. Куда стоял? Все же мы благополучно добрались до Устюни, начального пункта нашего речного путешествия. Усталые, замерзшие, полные впечатлений и с надеждой на новую встречу. За неимением времени нам не удалось попасть на Чемейный плес, Вунинскую пещеру и другие уникальные места. Так что мы не прощаемся с рекой Уней, а говорим лишь «до свидания».